Следующий этап — это у нас вызов скорой помощи. В этот момент мы должны конкретизировать человека в толпе, чтобы человек определенно вызвал нам скорую. В этом случае, к примеру, мы говорим: парень в синей футболке, вызовите скорую. К примеру, у нас пострадавший мужчина, лет 30, он у нас отсутствует дыхание и нету сердцебиения. Сердечно-легочная реанимация – основа оказания первой медпомощи, которую должен знать и уметь применять на практике любой человек. Волонтеры-медики объясняют в деталях, как это правильно сделать. Мы находим центр грудины. Это он находится по межсосковой линии. Вот, к примеру, у нас находится вот в данном периоде. Или же находим мечевидный отросток, ставим 2 пальца и уже ставим нашу ладонь. Как только мы нашли его, мы ставим ладонь. Вот, примерно, второй рукой мы берем замок. Далее мы локти у нас должны быть прямые, чтобы всем весом мы уже надавливали на пострадавшего. Также мы наклоняем тело так, чтобы мы были перпендикулярны уже пострадавшему. И в этом положении мы должны начать надавливание. Разумеется, пока вы пытаетесь спасти жизнь пострадавшего, нужно попросить кого-нибудь поблизости срочно вызвать скорую помощь и сделать все возможное, чтобы сохранить его жизнь до приезда врачей. 30 надавливаний. Далее у нас идет 2 вдоха. Надавливание у нас идет со скоростью, то есть 100-120. Это сердцебиение человека в экстремальных условиях. И также у нас глубина должна быть 5-6 сантиметров. То есть так, чтобы у нас грудина и позвоночник сдавливали сердце, при этом у нас кровь качалась по системе. То есть начинается это вот так. Начинаем. И считаем, когда мы считаем, можем по десяткам, может до 30. Пример. 1, 2, 3. Также волонтеры рассказывают, как вести себя, когда у человека застревает инородный предмет в горле. Обычно в таких случаях он начинает задыхаться и не может кашлять. В этот момент нужно применять прием Геймлиха. При этом здесь объясняют, как спасать человека, если он выше вас ростом. Для высокого человека делаем то же самое, прием Геймлиха. Если это ребенок, мы можем просто присесть и вот таким образом то же самое извлекаем инородное тело. Вот. Ну, в большинстве случаев, да. Если тучный, да, я его, например, не смогу, да, обхватить с 2 сторон, и при этом мы его должны, или мы на грудную клетку надавливаем, тем же самым можем на него наклонить, да, чтобы он присел. Или же можем, если человек теряет сознание при асфиксии, мы его потихоньку кладем, придерживаем голову, чтобы он не ударился, и можем подойти сбоку и сделать вот такие вот надавливания не в грудную клетку, как при СЛР, а уже немного выше пупка и ниже мечевидного отростка. Чаще всего в Ингушетии в первой медицинской помощи нуждаются люди, попавшие в ДТП. И здесь важно не упустить время. Переводим пострадавшего в безопасное боковое положение. Для этого противоположную нам руку берем и кладем ее под щеку. Далее также мы противоположную ногу согинаем, и также в этом положении мы его переворачиваем. То есть чего мы добиваемся в этом положении? У нас пострадавший находится, получает 3 упора, то есть это нога, его локоть согнувший и его тело. То есть в этом положении он назад не опрокинется и вперед не перевернется. В этом положении мы его придерживаем, чтобы у нас не было запрокидывания языка. То есть это тоже может привести к асфиксии, то есть удушье. أخملنا حقوقش ده حما خوين مش تنودي ديس فودي ديس مش لورج حتقاتشلتسن أهتو مش قوتيس. Что самое главное, здесь не только теория, но и практика для всех желающих. Не упустила возможность провести сердечно-легочную реанимацию и Имана Парчиева. Любой лозвяч сага, любой нокс еще сага, дат кайда, я скоро помощь хаялях, лурж хабахляга, цан кизик ахтаху должен, шваш саги, сак, знахая ахях должен, дик опыт набрать здорово. Организаторы, волонтеры-медики, Ингушское региональное отделение Российский Красный Крест и молодежный парламент региона. Мероприятие проходит в рамках недели, приуроченной ко Всемирному дню оказания первой медпомощи. Ожогыш халыч может фадидес, эпилепсия халыч фадидес, припадок халыч фадидес, перелом, ушиб халыч фадидес, сердечно-легочная реанимация может оказывать ез, может фадидес. Здарик из хахокатуа. Таху ахикач мастер-класс штип и сердечно-легочная реанимация. Игорь Киртер з
первую помощь оказывать эти мохти гилахтажар. Цога ценца дахук саги докса цачок тахагы цена малагоди дези за мышт алхарлах квизи ханш хамах. За ахук жбартаханова инструктор же именно инструктор же был шей обучение пройти я в Москве бахачхана, сертификат ждешь, инструктор же был, и региональное отделение болуш. Цары докна ханз оз хайкаш, на кач школышка, кач факультетышка, университете. Дахи же ханз болуш был кигинах мехкари амбу игр езжу кертер хок езжу первую помощь. По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за травм и увечий, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех смертельных случаев и до 15% инвалидности. Погибают люди в возрасте от 15 до 45 лет. На их спасение зачастую не хватает времени, поэтому так важно уметь оказывать первую медицинскую помощь. Зелимхан Калоев, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.